Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что вас ждет в ближайшие часы, в ближайшие дни? Разговор вас ждет. Разговор непростой, а вот какое-то важное дело будет решаться в этом разговоре. Здесь как будто бы даже как будущее ваше зависит от этого разговора. Разговор с кем-то важным, сильным, либо с тем, кто на все может повлиять. Вам нельзя бояться, и вам ни в коем случае нельзя сдаваться и отступать. Вот есть у вас цель, есть у вас задача, идите напролом. Чем ярче вы за себя будете бороться, тем больше вам будет дано, либо тем больше уступок будет в вашу сторону. Вот с кем бы ни пришлось говорить, бояться нельзя. Нужно, наоборот, как давить в разговоре. Не отступать, но, наоборот, давить. И не соглашаться на то, что для вас неприемлемо. Либо, например, на какой-то мизер, минималочку. Не соглашайтесь. Прям давите, упорствуйте. Пусть вас считают взбалмошной, капризной, но вы своего должны добиться. Все шансы у вас есть. Представьте, что вот на кону судьба решается. Не отступайте. Человек, может быть, как-то хитро будет с вами говорить, а может быть, специально будет сбивать ставки, но вы не должны поддаться. Вот такой разговор вас ждет. Кто-то будет с начальником говорить о будущих перспективах, кто-то будет, например, за свои права бороться. Кто-то, может быть, будет обсуждать в семье, что будем делать, как будем поступать. Вот прям не сдавайтесь. Дальше вижу, что вы приглашение получите. Здесь у кого-то приглашение личного характера, то есть вас могут в гости позвать на день рождения, может быть, даже на какое-то праздничное мероприятие. И также может быть приглашение, допустим, как официальный визит из какой-то организации, учреждения могут вас пригласить. Также вас могут пригласить на собеседование, либо, может быть, к начальнику пригласить в кабинет для разговора. Приглашение как-то вас врасплох немножко застанет. Ни в коем случае не отказывайтесь. Не отказывайтесь, соглашайтесь и идите. Здесь приглашение именно на правой стороне, на вашей. То есть пользу вам принесет. Либо приятно вам будет, либо выгода какая-то в перспективе. Обязательно нужно идти. Ни в коем случае не переносить, не отказываться. И уж тем более вообще не молчать. Сразу нужно ответить, что да, я приду, да, я буду, да, я согласна. И дождите. Так, из прошлого кто-то о себе напомнит, причем напомнит то ли открыткой, то ли сообщением, то ли каким-то письмом, а может быть даже через кого-то что-то вам передадут. В общем, странный какой-то способ напомнить о себе, но с другой стороны будет приятно. Приятно, что человек не забыл, приятно, что человек тянется к тому, чтобы общаться. И мне кажется, что это как первая ступень в вашем общении. Вот опять вы начнете общаться, дальше больше, и, возможно, человек снова войдет в вашу жизнь. С левой стороны нам показан паук, который на паутине пытается подняться вверх. На самом деле это хороший знак. Знак того, что ваш авторитет растет. Знак того, что вы все держите под своим контролем. И вы в этом точно убедитесь. И также, что некоторые люди от вас прям в зависимость впадают. В хорошем смысле слова. Вы на них влияете положительно. Эти люди рады этому влиянию. То есть ситуация в ваших руках. Что бы это ни было. Дом, семья, ближний круг людей, может быть, работа. То есть хороший знак для вас. Еще здесь показан мужчина, который русалку на руках держит.
держит, и вот как глаза у него большие, то есть ужас от того, что, боже, это же не женщина, это русалка. Возможно, как женщина мужчину обманет, либо до мужчины дойдет, что какая-то женщина его обманывала. Здесь, знаете, смесь ужаса и разочарования, сам себе будет не рад. Вот, вижу, что с этим мужчиной вы будете долго обсуждать эту тему, и прям на ваших глазах этот мужчина как переобувается, да, он на вашу сторону становится, он более как-то внятно мыслит, правильно мыслит, рассуждает. Диалог с этим мужчиной, он такой, знаете, вселяющий надежду на то, что не все еще пропало, и когда мужчины доходят, да, что его обманули. Так, дальше. Пятерка, которой не будет. Пятерка вообще это плохая цифра. Там обычно ссоры, скандалы, ругня, выяснение отношений и драки тоже проходят. Но вот пятерки не будет. Здесь какой-то сильный человек пятерку вот просто берет и отменяет. Да, возможно, будет назревать скандальчик, выяснение отношений. Может быть, где-то рядом с вами там люди начнут друг друга там толкать. Ты что, а ты что? И вот какой-то сильный человек, он все это разрулит, да, он всех успокоит, и благодаря этому человеку не будет ссор, не будет скандала, не будет выяснения отношений, драки не будет. Вот прям на этого человека смотрите как на героя. Вот. Я не вижу, чтобы вы были вовлечены, может быть, вы просто как случайный зритель, да, случайный прохожий, а может быть, вообще это вас не касается, ну, например, там знакомые вам люди, да, могут поспорить. Вот кто-то сильно это все отменит. Дальше показано, что вам придется как-то то ли раньше вставать, то ли раньше из дома выходить, да, смотря чем вы занимаетесь. Кто-то работает, кто-то дома, например, кто-то на заслуженном отдыхе. Вот какая-то необходимость вставать раньше. Либо в принципе вставать раньше, либо из дома раньше выходить. Ну, допустим, если вы работаете. Это как пару дней у вас такое будет. Возможно, даже пару дней подряд. Так, еще какая-то обновка, либо приобретение для дома идет. Вещь, на первый взгляд, ну вот как не понравится вам, да, либо вы скажете, вот зачем мне эта штука. А потом как разнакомитесь с этой вещью, может быть, примерите, может быть, попробуйте попользоваться. Прям охать будете восхищаться, да, вот насколько вещь гениальная, насколько она полезная, либо насколько там аккуратная, красивая, вам идет. Вот как-то со второго взгляда, да, любовь со второго взгляда идет. Так, еще показывают какое-то кольцо. Кольцо с правой стороны. Кольцо вам как будто бы какую-то хорошую службу сослужит. Либо благодаря кольцу что-то хорошее произойдет. Я не могу сказать что, потому что вы все слишком разные. Но вот именно как кольцо вот помогает. Да, благодаря кольцу что-то хорошее происходит. Ну и также кольцо могут показать союз. Союз дружеский, союз творческий, союз двух влюбленных людей, да, может быть, это какой-то партнерский союз. В общем, благодаря тому, что вы с кем-то в союзе, да, что-то хорошее происходит. Ну, или просто кольцо. Дальше. Здесь кто-то вас как за веревочки дергал. Тут буквально веревочки на глазах рвутся. То ли вы так сильно сопротивляетесь, то ли действительно человек над вами вот этот контроль, власть теряет. Вам свобода, тому другому человеку разочарование. Может быть, даже это какой-то эмоциональный был зацеп, да, вот чисто эмоционально человек вас задевал и пытался вами манипулировать. Вы от этого освобождаетесь. Прям даже ощущение, что вот дышу полной грудью, да, что я теперь ни от кого не завишу. Дальше показаны какие-то странные обвинения, которые для вас будут крайне удивительные. Вас в чем-то будут обвинять, что вы не делали, и о чем, в принципе, представления не имеете. Тут тот, кто обвиняет, в вашу сторону как куриной лапкой маленькой показывает. Да? Возможно, обвинение в колдовстве, что ты там типа меня испортила, да? Ты меня наколдовала, либо ты накаркала в мою сторону. Да? Вот как-то так идет. Для вас это будет очень странно, немножко обидно, но с другой стороны, вы видите состояние человека, у человека там дикий страх в глазах, вроде как и обвиняет, но с другой стороны боится. Да, возможно, человек вам неприятен был, возможно, вы там ссорились когда-то, выясняли отношения, вы этому человеку что-то там, значит, напророчили. И вот оно сбылось. И этот человек прибегает к вам и говорит, вот, это все ты наколдовала, а сам прям боится вас. В общем, и смешно, и грешно, и все это в одном флаконе. Да, вас этот человек очень удивит. Но вы даже как-то не сильно обидитесь, скажете, что с этой бедолаги взять, да? Так, карман.
Вижу, что в карман вы как бы денежку складываете, но денежка небольшая, и вы ее откуда-то берете, эту денежку, и в карман себе ложите. Может быть, со счета будете снимать, может быть, кто-то со своего счета снимет, вам даст. А может быть, это деньги, которые, например, были у вас припасены, отложены, да, и вы будете их тратить, ну, потому что вот есть такая необходимость. Либо, наоборот, появилась такая возможность потратить эти деньги, потому что придут другие. Вот, так что в карман все-таки ложите. Вот как несколько раз вы откуда-то берете и в карман себе ложите. Да, будет что потратить. Но только смотрите, там сильно, да, не увлекайтесь этими моментами. Дальше женщина. Здесь какой-то мужчина ей восхищается. Мужчина то ли маленького роста, ну, относительно женщины, то ли он младше ее по возрасту. Прям восхищается, прям лилию хочет ей вручить. Но лилия вообще королевский цветок. Здесь и подарок она может означать, и признание, ну и также то, что мужчина вас превозносит. Это будет очень приятно, несмотря на то, что мужчина невысокого роста, но тем не менее, да, вот, ну, если мужчина молод, да, и он начинает там женщине делать там 1001 комплимент, конечно же, это приятно. Ну, либо вы знаете этого мужчину, который невысокого роста, и он, например, раньше себе такого не позволял. Не был замечен в слабости к вам. И тут на тебе, да, куча комплиментов, да еще и лилия. Мне почему-то кажется, что он вам какой-то подарок сделает. Пусть это даже будет какая-то мелочь, но тем не менее подарок. Вас высоко превозносит, выше, чем всех других женщин. И все его внимание, вся его там любвеобильность, она посвящена именно вам. Так, еще странный момент связан с какими-то закрытыми дорогами. Может быть, какой-то ремонт на дороге, может быть, какой-то объезд. Может быть, куда-то нельзя будет попасть там, ввиду чрезвычайных каких-то ситуаций, природных аномалий и прочего-прочего. Вот, показали, для вас это не критично, но для кого-то рядом с вами может быть, да, момент переживаний. Вот, дороги ненадолго будут закрыты. Может быть, там несколько часов, может быть, там сутки, может быть, пару дней. Вот. Не стоит впадать в отчаяние, как закрыли, так и откроют. Да? Просто нужно обождать. Дальше геометрические фигуры. Круг почему-то в овал превращается. То есть, возможно, какая-то ситуация, к ней нельзя было подступиться, ну, потому что она круглая. Да? Вот с любой стороны это кругло. Теперь в овал превращается. То есть возможность двойная за эту ситуацию взяться, а может быть с разных сторон подойти. Вот, не пропустите. То, что вам так долго не давалось, либо то, что казалось в принципе невозможным, сейчас обретает другую форму. Да? Можно что-то предпринять, либо найти, за что зацепиться и раскрутить эту ситуацию. Дальше. Мужчина женщине предлагает дерево садить. Но так интересно показали, вот женщина опять высокая мне идет, а мужчина мелкий. Возможно, у женщины есть опыт высаживания деревьев, допустим, создания семьи, а у мужчины нет, да? Но мужчина именно сам предлагает женщине. Вот вы как более опытная, получается, да, должны ему все-таки как-то подробнее рассказать, что его ждет, если вы сойдетесь, например, в пару, либо если вы будете вместе проживать, если вы станете семьей. Но он прям отчаянно вам будет предлагать, и, возможно, даже не один раз. Прям хочется с вами, ну, то ли съехаться, то ли замуж вас позвать, да, взять. В общем, такой момент. Ну и также, мои хорошие, возможно, у вас есть сын, и ваш сын вам будет говорить, что вот, я там встретил девочку, хочу жениться. А вам придется объяснить, да, чем это чревато, либо насколько это ответственный поступок, шаг, что ты должен думать теперь не только о себе, но и о девушке, с которой ты будешь жить, и о том, что дети могут пойти, да, что и деньги нужно считать, и подумать, где вы будете жить, как вы будете жить. Да? То есть вам как, ну, раскрыть глаза, что это значит высадить дерево. Да? Придется этому мужчине рассказывать. Может, даже младший брат у кого-то отыграется. Так, в странное место заведет вас дорога. Тут мне кажется, что вы с кем-то пойдете, либо вас кто-то поведет. Да? Может быть, подруга скажет: о, я знаю классное место, пойдем со мной. А может быть, она вас позовет, пусть не подруга, родственница, да, с собой за компанию. Место очень удачное для вас, но не очень удачное для того, кто будет рядом с вами. Да, возможно,
вы идете за компанию, но вам как лучшее достанется, либо именно для вас там что-то хорошее произойдет, а для того другого человека, ну, либо пусто, либо, ну, в принципе, да, может быть, не то, что человек рассчитывал получить. Странный конфуз, и тот, с кем вы будете вместе, на вас будет очень подозрительно смотреть. Но вы не обращайте внимания. Но это судьба распорядилась именно так. В этот раз вам прилетело, да? В следующий раз, возможно, тому, кто будет рядом с вами, прилетит. Ну, как бы постарайтесь объяснить. Но не молчите, иначе человек может обидеться, хотя вы тут совершенно ни при чем. Дальше. Кто-то вот обиженный появится и прям всем видом будет показывать, что я обиделся, я обиделась. Да, вот прям демонстративно все это будет происходить. Так, вы, главное, внимание не обращайте. Да, там человек сам себе придумал, сам обиделся и сам, значит, играет эту роль. Человек то ли такой вспыльчивый и отходчивый, ну, либо человеку просто нужно, ну, все это переварить. Да. Чем меньше будете обращать внимание, тем быстрее это закончится. Да? Вот. А если вы начнете расспрашивать, да что случилось, да расскажи, почему ты обиделся, обиделась, человек еще больше дуться будет, да? Это все, ну, как больше времени займет. Так, женщина прямо на звезде сидит. Очень классный знак, особенно для тех, у кого есть звездное желание. Да? Возможно, у вас есть желание, вы об этом думаете, вы об этом мечтаете. В общем, вы на звезде сверху, значит, желание точно будет вашим, оно точно сбудется. И также, мои хорошие, это вот момент славы, популярности, известности. Опять же, вы все разные. Кто-то из моих дорогих зрителей начинающий блогер, кто-то продолжающий, может быть, вы каким-то бизнесом занимаетесь, может быть, вы творческая персона, да? Но вот вы прям на звезде сидите, а звезда, я вам скажу, не маленькая. То есть такое прям классное событие, прям порадует ваше сердечко. Так, и еще. Так, а вот здесь показано, что вы найдете выход из какого-то лабиринта. И причем я вижу, что вы там не один, не одна. Вот как будто бы у вас несколько людей, и вы вот все в этом лабиринте, значит, ходите, пытаетесь найти выход. Выход найдете именно вы. То ли раскрутите какую-то сложную ситуацию, либо решите какую-то головоломку, либо найдете выход из тупикового положения. Причем не только вы выйдете, но и те, кто рядом с вами выйдут. Вас очень будут хвалить, вам очень будут люди благодарны. Вот, не стесняйтесь этого момента, вы его достойны. Так, еще мне показывают женщину. Женщина, которая много говорит о вас, и мне показано, что она как для вас говорит. То ли она вас хвалит, то ли она вас рекламирует, то ли она за вас договаривается. В общем, что-то она в таком плане делает. То есть это не сплетни, это не пересуды, это не осуждение. Наоборот, вот как реклама мне идет. Кому-то вас женщина рекламирует. Ну, допустим, это может быть ваша подруга. И она рекламирует вас какому-нибудь там, ну, не знаю, персонажу. Допустим, пусть будет мужчина. Мужчина славный, достойный, да, одинокий. Вот она ему вас рекламирует, какая вы славная, классная женщина, и вот надо обязательно вас познакомить. То же самое она может вас рекламировать, допустим, работодателю, да, и говорить: о, просто вот умница, волшебница, ручки золотые, либо он прям все может, все умеет, мастер на все руки, да, вот прям такая реклама шикарная идет, вот прям любо-дорого, вы знаете, так старается, еще показано, что у нее язык подвешен, вот прям умеет, она это любит, и у нее здорово получается. Так славно вас разрекламируют, что вас, ну, можно сказать, с руками оторвут, если это работа. А если это личное, то мужчина прям сорвется и побежит к вам знакомиться. Его уже будет не удержать. Прям очень красиво. Какая у вас славная подруга, да? Всем бы таких. Ну, может быть, это ваша родственница, приятельница. Но прям женщина уникальная. Если работа, не забудьте ее отблагодарить. Она любит, когда ее благодарят. Но тем более, опять же, такая работа. Так много красивых слов, вас так расписали. Ох, если бы вы могли послушать, вы бы ахнули. А еще показывают такое длинное птичье перо. Вообще, кому перо выходит, тому легкость в жизни приходит. Да? Возможно, вам в какой-то ситуации очень легко будет, либо с каким-то человеком легко будет. У вас очень длинное это перо и очень красивое. И оно прямо у вас по центру, то есть влияет на вашу жизнь и судьбу. Вот с кем-то вам легко будет, очень легко и очень комфортно. А может быть, в принципе, в жизни, да, легкость появляется. То вам было тяжело, еле-еле там, да, худо-бедно жили, а теперь вот как-то легко становится, и вы прям это все ощущаете, вот эту легкость ощущаете.
Так, и еще. Здесь какой-то человек-паникер показан. Вроде как ничего плохого не происходит, но человек громко кричит, на помощь зовет. Как попытка привлечь к себе внимание, как попытка, скорее всего, может быть, даже свои какие-то обязанности, даже несущественные, переложить на добрых людей. Будьте поаккуратнее, не попадите в эту ловушку, потому что там такой человечек не очень благородный, не очень приятный. Вот. Иногда можно понаблюдать, прежде чем кинуться помогать. Да? Вот лучше, конечно, понаблюдать. И если вы убедитесь, что да, действительно человеку нужна помощь, тогда помогайте. Если человек и сам способен справиться, а из-за лености, либо из-за капризов ничего не хочет делать, так извините, у вас своих забот тоже хватает. Зачем вам чужое брать? Но мне идет, что это какой-то паникер, либо паникерша. Так, дети. С детьми куда-то вы пойдете. Может быть, это какое-то детское мероприятие, развлекательное, спортивное, а может быть, покупки для детей будете делать. Вот, прям с левой стороны, то ли, ну вот как на мероприятие позову, да, то ли как это необходимость, да, допустим, пойти купить новую одежду. То есть то, что сейчас не планируете, но то, что произойдет. И еще троечки у вас тут за спиной выплясывают. Но троечки — это знакомые люди. Это могут быть и коллеги, и друзья, и даже родственники. Троечки прям к вам тянутся, и вы прям на расхват, да? Всем сразу потребуетесь. Да? Возможно, это будет в один день, возможно, даже приблизительно в одно и то же время. Вот будет ощущение, что прям все обо мне вспомнили, и всем я очень сильно нужна. Ну да, так иногда в жизни бывает. А вот здесь показано, что вы зачем-то поедете. Дорога дальняя, и ехать вам, может быть, даже с пересадками. Вот прям настроение такое, вы думаете, о, зачем это все, о, как далеко ехать. Но, смотрите, по месту вас очень тепло и по-доброму встретят. Вот мне так идет, что вас прям встречают с улыбками, с открытыми лицами, с открытыми объятиями. И вот это все скомпенсируется. Да? Вот этот теплый прием, теплое отношение скомпенсирует все эти неудобства в дороге. Вот как-то так показали. Еще мне идет какая-то находка. Может быть, в прямом смысле слова вы что-то найдете, а может быть, это находка в интернете. Да? Может, там будете интернет просматривать и найдете какой-нибудь там сайтик, да, где распродажи, либо где продаются какие-то классные дешевые вещи. А может быть, это находка, допустим, в магазине даже, да, вот вы там забрели случайно в магазин, либо мимо проходите, видите витрины, и там написано, что вот все классное, хорошее, то, о чем ты давно мечтала, продаем прям за бесплатно. Вот прям как находка вам идет. Очень-очень вам, кстати, это будет находка. И благодаря этой находке у вас прям улыбка, вот она такая, знаете, до ушей, просто вот до ушей. И даже когда вы об этом думать будете улыбаться. Классная находка идет. Ну, либо так на улице что-то найдете. Что-то, что вашим останется, да, что не имеет хозяина. Либо хозяин будет не найден, либо в принципе не найдется. Вот то, что вам достанется и вашим останется. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.